Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 1 января прошлого года в России начала работать новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. По замыслу авторов реформы она должна коренным образом изменить всю систему вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов. Однако первый год реализации мусорной реформы показал, что количество вопросов у населения по поводу введения и оплаты новой коммунальной услуги не снижается. Кто же теперь и за что отвечает? Куда пожаловаться, если мусор не вывозят? Кто теперь устанавливает новые тарифы на ТКО для жителей? Можно ли не платить за вывоз мусора, если не живешь, а только прописан? Об этом мы сегодня побеседуем с прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии прокуратуры Республики Саха-Якутия Тимуром Даниловым. Тимур Романович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Сразу первый вопрос. Какие отходы относятся к твердым коммунальным? Так, к твердым коммунальным отходам, да, или сокращенно ТКО, относятся отходы, образующиеся в деятельности физических лиц и юридических лиц для потребления в целях удовлетворения своих бытовых и личных нужд, и которые образуются в жилых помещениях. Данное понятие установлено федеральным законом об отходах производства и потребления, с которым, в принципе, можно ознакомиться в данном законе. Обязаны ли граждане заключать договор на вывоз мусора? Да, такая обязанность законодательством установлена. Собственники частных домов, жилых домов, нежилых помещений, на квартирных домах, это как правило, магазины, офисы, обязаны заключить соответствующие договора с региональным оператором. Также такая обязанность лежит на заключение с региональными операторами, управляющие компании должны заключить такие же договора. А надо ли платить, если мусора нет? Как правило, необходимо осознавать, что на сегодняшний день безотходное хозяйствование – это миф. Упаковка и тара от продуктов, самый элементарный домашний и другой мусор не могут бесследно исчезнуть. Значит, отходы либо сжигаются, либо закапываются на участке, либо образуются у нас несанкционированные свалки, которые наносят огромный ущерб окружающей среде. Чаще всего такая ситуация возникает у жителей частного сектора, которые никогда не заключали договор с коммунально-бытовыми организациями. Однако теперь в силу положения части 5 статьи 30 Жилищного кодекса такая обязанность лежит на всех собственниках жилых помещений, в том числе и частных домов. Каким образом ведется борьба с такими несанкционированными свалками? Вообще, статьей 12 Федерального закона об отходах производства и потребления установлен запрет на захоронение отходов, то есть в населенных пунктах, в лесоохранных, водоохранных зонах, да, например. За нарушение законодательства в этой сфере предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Максимальный штраф составляет 250 тысяч рублей для юридических лиц по данной статье. За уборку незаконных свалок, нахождение отходов на территориях дачных участков и лесных зонах отвечают муниципальные власти. Но если земельный участок находится в частной собственности, то отвечает правообладатель данного земельного участка. В случае обнаружения таких фактов следует обращаться в орган местного самоуправления. Также параллельно рекомендуем обращаться в территориальные органы Росприроднадзора для осуществления надзорных полномочий. Но если, например, договор заключен, но мусора не вывозят, кому предъявлять претензии по некачественному вывозу мусора? Такие претензии необходимо предъявлять региональному оператору. В случае, если нарушается законодательство об охране окружающей среды, территориального органа Росприроднадзора, если нарушаются санитарные нормы, то органы Роспотребнадзора. А если региональный оператор, в свою очередь, плохо вывозит мусор, жалоба уже подается в Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия.
как курирующие органы государственной власти. Если вы не согласны с тарифами, утвержденными, обращайтесь в Государственный комитет по ценовой политике. Но если же вы не согласны с ответами вышеуказанных ведомств, обращайтесь уже в органы прокуратуры республики. Давайте представим ситуацию, если в квартире или жилом доме зарегистрированы и проживает 2 человека. Оплату начисляют за 3 человек. Что в такой ситуации делать? В такой ситуации необходимо обратиться к региональному оператору с подтверждающими документами. Ну, как правило, это выписка из домовой книги, либо справка о составе семьи. Ну, и по результатам рассмотрения региональный оператор, как правило, осуществляет перерасчет на лицевой счет. Вернемся к теме несанкционированных свалок. Какую ответственность несут люди, их создающие, и в каком порядке они должны ликвидироваться? Или, например, общественники собирают мусор возле дачных участков в лесу, а этот мусор не вывозится. Куда тогда обращаться? Кто должен за этим следить? Ну, в принципе, повторюсь, по статье 8.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за создание несанкционированных свалок. На юридических лиц такой штраф может достигать 250 тысяч рублей. В случае обнаружения таких свалок необходимо обращаться в орган местного самоуправления, а также параллельно в территориальный орган Росприроднадзора. Как узнать, правомерно ли управляющая компания установила тариф и производит начисления? И в таком случае куда обращаться? Хорошо. Статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрена оплата за коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов либо напрямую региональному оператору, либо через платежных агентов. Как правило, это у нас управляющие компании, ну, либо товарищество собственников жилья. Тариф на обращение с ТКО утверждается Государственным комитетом по ценовой политике Республики Саха-Якутия, и изменению управляющими компаниями или региональным оператором не подлежит. То есть в случае несогласия с утвержденным тарифом вы можете обратиться в Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха-Якутия. Что касается раздельного сбора, на какой стадии внедрения, уже есть такая обязанность или нет? 12 ноября 2016 года утверждены правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Пунктом 19 данных правил установлена обязанность собственников жилья вести раздельный сбор мусора, то есть и его складирование. То есть обязанность установлена уже 2016 года по раздельному сбору мусора. Ну, следует отметить, что на данный момент реформа активно внедряется, в том числе по раздельному мусору. Например, в арктических районах региональным оператором ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия установлены раздельные контейнеры для сбора батареек и пластика. В Якутске активно внедряется раздельный сбор мусора. То есть управляющие компании уже в 203-м микрорайоне на улице Петра Алексеева, улице Аюнского установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, а также ряд организаций в Якутске принимает на вторичную переработку отходов потребления населения. Хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы считаете, что замедляет внедрение вот этой формы раздельного сбора мусора? Вообще повсеместно у нас в Якутии, в частности. Повсеместно? Во-первых, это зависит от уровня осведомленности населения. Каждый гражданин, каждый человек при своей хозяйственной деятельности стоит задуматься о том, что раздельный сбор мусора все-таки ведет к защите окружающей среды в конечном итоге. Поэтому я считаю, что в первую очередь это зависит от сознания граждан. Есть ли какие-то прогнозы, все-таки, когда будет эта вся реформа реализована и появятся у нас контейнеры по раздельному сбору мусора везде?
У нас имеется территориальная схема обращения с отходами, утвержденная приказом Министерства ЖКХ, энергетики Республики Саха-Якутия. Прогнозный уровень у нас до 2023 года, ориентировочные сроки 2023 год. Тимур Романович, спасибо за актуальную и полезную информацию о новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы говорили с прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии прокуратуры Республики Саха-Якутия Тимуром Даниловым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.